Вы смотрите новости на телеканале «Якутия-24». В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Вначале коротко о темах этого выпуска. Ковид не отступает, но по результатам мониторинга заболеваемости в течение 2 недель ситуация может измениться. Подвели итоги и наметили планы. В Якутске прошло расширенное совещание коллегии прокуратуры. Сегодня отмечается День воинской славы России. В средней школе Уснеры вспоминает одного из ее выпускников, чье имя присвоено школе. В Якутии сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции. Но по результатам мониторинга заболеваемости в течение 2 недель ситуация может измениться. Ожидается, что в течение текущей и следующей недели по городу Якутску заболеваемость постепенно начнет снижаться, а в районах республики, наоборот, возрастать. Уже сейчас рост заболеваемости наблюдается в Мирнинском и Ленском районах. Тревожная ситуация складывается в Алекминском и Тампонском районах. Грядущие изменения эпидситуации требуют серьезной подготовки и слаженных оперативных действий со стороны районных оперштабов. Об этом сегодня в ходе суженного заседания Республиканского оперштаба сообщил глава республики Айсен Николаев. Районные оперштабы должны принять все меры по упрощению процедуры приема заболевших, при необходимости разворачивать дополнительные амбулаторные центры для недопущения перегрузок на первичное звено, не допускать массовых очередей в районах и участковых больницах. По чуть-чуть, но... По сообщению оперативного штаба по COVID-19 Горного Улуса идет спад заболеваний по сравнению с прошлой неделей. Наибольшее количество заболевших в районном центре в селе Бердигистях. В целях ограничения нагрузки на медиков организован график дежурств в более 10 учреждений Бердигистяха для доставки анализов в город Якутск. Также на помощь медикам приходят волонтеры. На сегодняшний день более 20 добровольцев доставляют продукты и медикаменты самоизолированным и жителям старше 60 лет. Выражаем огромную благодарность для руководителей предприятий, которые каждый день нам предоставляют технику для нужд больниц. Администрация города Покровска в период обострения эпидемиологической обстановки снабжает управляющие компании города дезинфицирующими средствами для обработки подъездов многоквартирных домов. Помимо этого из бюджета города выделяются средства для доплаты уборщицам. Подробнее в сюжете Виолетты Засимовой. В Покровске 160 многоквартирных домов. Половина из них многоэтажные и имеют места общего пользования. То есть подъезды, лестничные площадки и так далее. Другая часть домов имеет блокированный тип, без общего имущества. То есть у каждого жителя свой отдельный вход с улицы. В домах, в которых есть общедомовое имущество, в период ухудшения эпидобстановки необходимо проводить ежедневную дезинфекцию. Этим вопросом занимаются управляющие компании. Их в Покровске 3 и есть одна ТСЖ – товарищество собственников жилья «Соседи 7». В помощь управляющим организациям администрация города выделила денежные средства для доплаты уборщицам. Общая финансовая поддержка составляет 100 тысяч рублей. Мы предусмотрели им по количеству домов. ПП ЖКУ и Газстрой по 35 тысяч рублей, а соседи 7 ему ПКС по 15. Также управляющие компании получили дезинфицирующие средства в виде хлорных таблеток для разведения в воде. Например, управляющие организации Хангаласский и Газстрой выделили 4 упаковки. В каждой упаковке по 300 таблеток. Их хватит как минимум на 2 месяца использования. В общей сложности мы обслуживаем 62 дома. Уборка домов у нас осуществляется только в 27 домах. Остальные дома не имеют общедомового имущества, либо отказались от услуг уборки. Всего в Хангаласском Газстрое 3 уборщицы. На каждую приходится по 8-9 многоквартирок. Они ежедневно, кроме выходных, убираются в подъездах и параллельно проводят дезинфекцию. Это обязательно дверные ручки. Правда, у нас сколько людей, столько мнений, жильцы иногда против этого, потому что есть аллергичные люди, но тем не менее надо. И ручки дверные, конечно же, перила, поручни, конечно же, обязательно входные двери, радиаторы протираются, но отдельно обрабатывать я их не стала, они сильно большое испарение дают. В случае, если в подъезде вашего дома не проводится дезинфекция и уборка мест общего пользования, можно для начала обратиться с претензией в управляющую компанию, а затем в администрацию поселения. Они должны составить акт о нарушении. Если накопится 2 и более акта, об этом оповещают Роспотребнадзор.
Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Несколько дней назад президент России поручил правительству до 1 мая подготовить предложение по усовершенствованию механизма регистрации лиц без определенного места жительства и обеспечению их прав на получение пенсии и медпомощи. У нашего региона в этом вопросе есть большой опыт. В целях решения проблемы защиты прав лиц без определенного места жительства и попавших в тяжелую жизненную ситуацию в республике с 2018 года проводится социально-благотворительная акция «Путь к дому». За все время за помощью обратились более 700 человек. Вследствие государственным органам, уполномоченный по правам человека в республике, и его аппаратом был разработан целый законопроект, который передали в Госсобрание. В республике нужно законодательное регулирование вопросов профилактики бродяжничества и попрошайничества на территории республики. Поэтому парламент нас услышал, создана рабочая группа в постоянном комитете, который занимается вопросами социальной защиты и здравоохранения. И в свете поручения президента Российской Федерации, который посвящен как раз решению вопросов, системному решению вопросов бездомности. Надеемся, что эта работа будет ускорена. В Алекминском районе продолжает работу компрессорная станция магистрального газопровода «Сила Сибири», которая носит имя Петра Бекетова. Свою работу станция начала в декабре 2021 года. Детали у наших коллег. Подъезжая к новому объекту, расположенному на территории Алекминского района, компрессорной станции, невольно ощущаешь мощность проекта. Огромное здание, большие блестящие трубы. Именно здесь прошла встреча главы Алекминского района Николая Харбина с коллективом промплощадки. В ходе ее была обозначена важность проекта, а также выражена благодарность работникам компании. За вклад в социально-экономическое развитие Алекминского района и многолетний добросовестный труд и преданность делу награждается Шашина Елена Юрьевна, специалист по кадрам группы по кадрам и социальному развитию Ленского ЛПУ МГ. Не менее важно было подчеркнуто обеими сторонами участие компаний во многих проектах Алекминского района, особенно в проектах социальной направленности. Наша организация называется «Газпром Трансгазтомск». Компания наша с 2014 года осуществляет свою деятельность на территории Алекминского района. В 2019 году был введен в эксплуатацию магистральный газопровод «Сила Сибири». В декабре 2021 года запущена компрессорная станция «Петр Бекетов», главная задача которой – поддержание и повышение рабочего давления в магистральном газопроводе. На сегодняшний день наш штат сотрудников Алекминской промплощадки составляет 157 человек. При этом 72% работников – это жители города Алекминского и ближайших сел. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Подвели итоги прошедшего и наметили планы на новый 2022 год. Сегодня в Якутске прошло расширенное совещание коллегии прокуратуры под руководством начальника управления Генеральной прокуратуры на Дальнем Востоке. Надзорный орган отметил восстановление прав обманутых дольщиков и погашение долгов по зарплате на более чем 806 миллионов рублей. Приоритетными остаются вопросы защиты прав детей. Так, дополнительно выделено более 100 миллионов на жилье сиротам. Кроме того, Республиканской прокуратуре в этом году поручено обеспечить решение социальных вопросов, усилить надзор за безопасностью на производствах, травматизму и занятости населения. Также на коллегии выступил глава республики Айсан Николаев. Он отметил, что благодаря взаимодействию правительства и прокуратуры решается множество задач, связанных как со здравоохранением, так и с защитой прав предпринимателей и борьбе с лесными пожарами. В результате совместной с регионом и с Минприроды России работы, а также с учетом ранее внесенного в Рослесхоз представления на 2022 год региону увеличено финансирование из федерального бюджета на охрану лесов от пожаров в размере более 1,6 миллиарда рублей, что требует организации системного надзора за их целевым расходованием при подготовке пожароопасного периода. У нас увеличивается уже сейчас численность работников лесопожарных учреждений, создаются 4 новых авиаотделения, аэромобильная группировка при службе спасения республики, приобретается оборудование по искусственному вызыванию осадков, которые будут уже в собственности республиканской авиакомпании «Полярные авиалинии» уже с этого года. Стабилизирован рынок труда республики, и сейчас уже почти 115 тысяч человек заняты в малом бизнесе, что является на самом деле историческим максимумом. И вот как раз выход людей из серого, скажем так, бизнеса, их регистрация активная в виде самозанятых.
Сегодня, 2 февраля, отмечается День воинской славы России. В этот день в обычной средней школе Усть-Неры обязательно на одном из уроков вспоминают об одном из ее выпускников, чье имя с 2009 года присвоено школе. Об этом в нашем сюжете. Одна из школ Усть-Неры вот уже несколько лет носит имя выпускника школы, Героя России Игоря Хоменко. Каждый день входящих в здание школы ребят встречает с его портрета теплый и серьезный взгляд. Ребята рассказывают о капитане Хоменко словно о хорошем знакомом. И это действительно так. Многие годы школа поддерживает связь с семьей героя и его родными. Ежегодно проводит турнир памяти Игоря Хоменко. В 1999 году он принимал участие в военных действиях в Республике Дагестан. 19 августа во главе группы разведчиков он вел разведку в Батхлийском районе. 22 августа при возвращении к своим они были обнаружены боевиками и блокированы на высоте Ослиное ухо. Несколько часов они вели неравный бой. И Игорь Владимирович Хоменко вместе с Юрием Чумаковым погибли в этом бою. Ему посмертно дали звание Героя Российской Федерации. Надо сказать, что ребята в этой школе учатся боевые. Ни одно спортивное мероприятие без их участия не обходится. Будь то смотр песни из строя, а в этом виде самые активные ученики младших классов, или военно-спортивная игра «Снежный барс». С 2015 года, 3 года подряд наша школа занимала 1-е место по району. Потом смена поколения была у нас, занимали 2-е и 3-е места. В прошлом году тоже по снежному барсу наша команда заняла 1-е место по району. И в этом году тоже готовимся, когда они будут уже служить в вооруженных силах нашей страны. Они уже будут знать, как собирать автоматы, как правильно шагать. Это все им, наверное, очень сильно пригодится. В наши дни, когда нравственность молодежи, к сожалению, падает, многие педагоги и родители говорят о необходимости усиления военно-патриотического воспитания школьников. Наверное, стоит об этом задуматься. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Усть-Нера. К этому часу это вся информация, но наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Еще больше новостей вы всегда можете найти на наших официальных сайтах и в социальных сетях. До новых встреч в эфире.